Ни печати, ни подписи нет. Если 22, еще 20 минут. В принципе. Да. Там на здание сюда. Сила. Все у них по-якутски. Здравствуйте. На судебное заседание пришел. 512. Видеосъемка, где-то что-то стоит. Я это не буду обсуждать. Есть правила, вы не пройдете, значит, Как это не подашь? В полицию вызову, да и есть все. правила поведения посетителей. Видеосъемка без разрешения. Я не в процессе сейчас нахожусь сюда. А это общественное место. Нет, пропускной режим. Что, со мной спорить будете, что ли? Есть правила поведения посетителей. Я уже у Горева это обжаловал. Меня уже ФСБ штрафовало за такое. Вы не пройдете, если будете снимать. Принял. Вы сначала должны доказать, что я снимаю что-то. Снимать законом не запрещено. Запрещено вылаживать в открытый доступ. Вон там. Это не закон, это распоряжение. Я должен подчиняться только законным У требованиям. вас маска есть? У нас Есть. законные требования. Надолго, да, быстро не рассматривается. Достаточно. Есть такая синяя маска. Сейчас пока отойдите в сторону. Вы кому? Мамагуру? Придумали какие-то правила. Председатель суда. Что, он законодательный орган, что ли? Печати у вас, видите? У вас даже печати должны быть настоящие, быть мокрые печати, если вы ссылаетесь на правила. Я уже судился по этому поводу. До Верховного суда Якутии дошел, и Горева все отменило. Хотя здесь была... Сейчас летучий председатель Верховного суда. Но пусть он и в Верховном суде и запрещает. Причем здесь вот этот... Ну, во всех судах, прочтите. Да я знаю, я всех знаю. судах. Но я знаю, я с этим судился 2 года назад. Все отменили, все ваши штрафы отменили. Все ваши протокола, эти ФССП, которые сделал, все отменили. Вы сейчас снимаете? Кого снимаю? Снимаете уже? Нет, не снимаю. Сигнал там идет. Вы специалист по видеосъемке? Нет. Ну, вот ведь у меня диктофон здесь записывает. Аудио. В процессе, если судья запретит по ходатайству, я, конечно, не буду снимать. Судья Олег. Судья Новиков, да? Наверное, ага. Я подожди. Паспорт получил. Ой, господи. Как фамилия? Меня Лагунов. 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 Строили. Не государство, а целый ГУЛАГ строили. Ой, господи. 10-40 лупова, да? Дороги построить ничего не могут сделать. Всю эту полицию кормят.
силовиков всех кормят и кормят, лично наесться не могут, блин. Все им мало, 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 мало. Правила понапридумывали, законы вообще не в счет. Маски вот для этих, блин, как он? ВОЗ делает рекомендацию маски носить только больным. И нет этих же чудики, все перевернут сверх ноги. Фу, блин, задохнуться же можно. Прям как в тюрьме. Все граждане преступники у нас. Так, у вас гражданское дело, да? Смех один. Весь мир смеется над этой Россией, блин. Ожидайте пока. Судья позвонит. Так мне надо с делом ознакомиться. Вы скажите судье. Ожидайте пока. Я сказал, позвонил, что вы прибыли. Потому что когда я подаю заявление в суд, значит меня отклоняют по поводу того, что я копии не разослал. А мне, значит, не присылают как ответчику. Это нормально. У вас не дело судебное, а знакомиться с материалом, да? Да? Сейчас ожидайте. Нет, ну у меня-то назначено рассмотрение Во сколько назначено? 10:45. Сегодня же, да? Да. Так мне надо предварительно ознакомиться, что там они пишут-то. Я позвонил им, сказал. Это ж как-то не по-человечески все. Полиция. Те, кто взятки дает, тому Третий. послабления всякие делают. Простым гражданам колеса в палки вечно вставляют. Потом отписки своими пишут. Я не я, корова не моя. Потом обижаются, что у них счета арестовывают. Идиотизм. В общем, пинками бы их выгнали, блин, всех. Копию сделали, да? А где копия? Я же сразу говорила, Лера, чтобы копию обязательно принести надо. В следующий раз вы делаете, хорошо? Хотят за рубежом быть с приличным лицом. Сейчас там все фальсифицируют прям. Потом обижаются, ходят на мировое сообщество. Как дети малые, блин. Ушла, что ли? Вот прием его. Хотят все втихушку рассмотреть, не получится. Чехия какой-то. 5,61. Это оскорбление, что ли? Распечатывать. 250. Так, судья кто? Повестка есть, да? Есть. А вы в качестве кого здесь? Ответчики. Вы, да?
Без камеры кинуть. А может быть это сделать бы? Да, 10:30, да? Написать, значит, заявление там. Сделать. Мужчина. Добро. Вам судья сказал без камеры только пропускать. Ну пусть она выйдет, она мне скажет. А? Пусть она выйдет, скажет. Ну, номер помощника сейчас выдадут. Мгм. Помощник скажет. Она может запрещать только в процессе. Я не запрещал, она вот сама сказала. Без камеры. Номер запиши, добирались. Передайте судье тогда, значит и есть что скрывать. Ну, судье сами сейчас позволят. Открытость и гласность у нас. Я являюсь журналистом еще к тому же. Ну, Могу удостоверение предоставить. Так судье и передайте. председателя суда надо, чтобы вас арестовали. Но это вам надо. Я не подчиняюсь председателю суда. Я действую согласно Гражданскому кодексу. Запишите номер помощника судьи. Председатель суда это завхоз, по-простому. Будете запишите? Я не буду записывать. Я просто сейчас 10:45 я ухожу и все. Потом обжалую в письменное и все. Зачем мне это надо? Если судьи не образованные, зачем я буду что-то доказывать здесь? Есть Верховный суд для этого. Есть ПЧ есть для этого. Свои правила можете придумывать хоть пачками. Сейчас напишу жалобу на судью, на вас напишу жалобу, да и уйду. Что прямо? Первый раз, что ли? Потом сами разбирайтесь. У нас судьи что законы, да, сами придумывают на месте прямо. Спросите у него, на что она ссылается о запрете проноса видеокамеры. Понимаете, запрещено. Да никем не запрещено это по закону. То, что судья сказал, он здесь никто вообще, он в своем кабинете только судья. В процессе. Есть судебный процесс, есть порядок подачи ходатайств. Судья должен выносить мотивированный отказ письменный. Все, потом это обжалуется. Есть правила, Да, эти правила ничего не значат. значит, как не значит. Верховный судья. Ну и кто и верховный судья? Такой же завхоз по всем завхозам. Распоряжение Верховного. Да нету такого. Есть, ну, прочитайте там. Есть. Да я уже судился по этому поводу с Горевой. Вот такие же фелькинограммы висят во всех мировых судьях, в городском суде. Причем здесь Горева была и вот эти все суды.
Совсем разная подсудность. Вам надо позвонить. Придумали Филькины грамот везде. Присядьте, если вы сейчас там скажете, все, посмотрите. Это та верховный судья, которая мужа своего ДТП, да, покрывала. Ясно, стал судьей летучих. Такие у нас бандиты встают. Административно это. Реализация конституционного права граждан на судебную защиту. А как же статья 29.4? Все только пишут, вот чтобы это мировой общественности глаза замылить. А по факту творят, что хотят. Зачем пишете эти бумажки свои? Конституции всякие. Позорники государства. Здравствуйте. Насчет постановления хотел бы уточнить. Судья Николаева, Подтерлись 10 раз Конституцией. Галина Ивановна, ответчик Гаджи Мамедова. Первый кабинет попросили Вишневский. Я не слышу вас совсем чуть-чуть. Я тут у вас сижу перед дверью. Не слышу. Хорошо. Подойдите, пожалуйста, вот вы более-менее грамотный человек. Покажите мне, где это. Сейчас, подожди. Я на полку. Да он сам эти правила никогда не читал. Как показала практика, никто не читали эти правила. Даже ихний Яковлев не читал никогда эти правила. Че позориться. Пока отойдите. Ну, у меня уже время подходит. Вот у меня удостоверение. Я не могу пропустить. Видите? Я журналистом являюсь. Вы можете? Позвоните помощнику судьи. Она может сюда спуститься? Да? Да мало ли что сказали, я знаю законы. У них даже телефона нету, хотя на это деньги выделяются. Где внутренний телефон у них? Что они могут сделать? Это власти захватили эти бандиты, блин. Ну, в общем, у них тут телефона нету. Позвонить секретарю невозможно. Так получается. Здравствуйте. А заявление на судей вы здесь принимаете, да? Жалобы на судей здесь принимаете? И на председателя тоже, да? Суда. Хорошо. А на вот этих вот людей тоже принимаете, на сотрудников?
Хорошо. Будем писать жалобы. Времени много. Ничего страшного. Ну, вот написано же здесь. Дистанцию соблюдай. Пока дадите. Фамилия как подразумеваемая? Где они тут прочитали запрет пронос видео аппаратуры? Что хотят, то и придумывают на ходу. Где здесь приложение? Здесь нету приложения вообще никакого. Карантин был, Здесь нету телефона. Да я как могу доверять им, если они врут? Ну что заснял? Так они телефон разобьют. Где уже это проходило, они забирают телефон из рук, ухватывают, флешку вытаскивают, ломают ее. А чисто надо было? Они вообще говорят, сдавай камеру сюда им. Нету такого. Только судья может на процессе запретить использование камеры. Тем более у меня диктофон, аудиозапись ведется. Все. Уважаемый, поставьте на место. Я сейчас буду писать жалобы. Еще. Поставьте на место. Вы подойдите мне, объясните, покажите, где здесь. Тут же есть. Нету ничего, я прочитал все. Не нашел. Там написано приложение, приложения к этому нету правила. О проносе. Вот фотосъемка, допуск здания, сюда как представитель средств массовой информации. Также вы же в этот... сейчас подожди, как объяснить там? Нет, это по поводу средств массовой информации, это я вам уже в конце предоставил. Это ты нам где предоставил? Нам председатель суда должен предоставить, что вы имеете право нести Я камеру. участник процесса. Я участник процесса. Здесь это не работает. Но я вам уже объясняю, что вы не имеете права сейчас вот это. Видеокамеру, пожалуйста. Ну где оставьте, и написано? будете- Вы мне покажите, я тогда соглашусь с вами. Что вы имеете у меня изымать. Аппарата суда, ответственность за взаимодействие с средствами массовой информации. Это к решение СМИ относится. председателя. Вот смотрите, по решению суда. Я сейчас не являюсь слушателем. Это слушатели СМИ. Но я не имею права вас пропустить, потому что у вас... На чем вы основываете законное требование? Где оно написано? Ну вот вы ссылаетесь на этот нормативный акт. Где?
Хоть он незаконный никакой. Извините, я не могу пропустить. Ну как вы не можете? Со слов, что ли? Вы подчиняетесь вот незаконным, значит, приказам какой-то судьи, да? Вот как фашизм был? Гитлер пришел к власти и отдавал приказы. Извините, я не могу пропустить. А потом на Нюрнбергском процессе говорили, а мы что, мы выполняли приказы. Вот так же было. Ну, будем полицию вызывать. Пусть протоколы пишут, пусть... Можно забрать номер дела нет, но я скажу, ответчик добрые дела из Гумовых. Они сказали, что готовы, можно забрать. А тут не суд состоялся 30 июня.